Как предоставляют сведения из Единого госреестра недвижимости, что необходимо знать правообладателям ранее учтенных объектов и что включает в себя законопроект «Дачная амнистия 2.0». Пресс-конференция об итогах работы управления Росреестр за первый квартал 2022 года выдалась информативной. Это подтверждают и спикеры своими докладами. В структуре органов исполнительной власти за службами закреплена функция контроля и надзора, а за федеральными агентствами закреплена функция оказания государственных услуг. Гражданский оборот недвижимости, учет и регистрация. На конференции обсудили реализацию указа президента о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации, в котором введен особый порядок проведения сделок с недвижимостью. Данные требования не распространяются в случае, если правообладатель, не резидент нашей страны, находится под контролем российского юридического лица, российских юридических лиц или физических лиц, и информация о нахождении этого нерезидента под контролем передана соответствующим установленным порядком в налоговые органы Российской Федерации. Журналистов также интересовали вопросы касательно изменения законопроекта «Дачная амнистия 2.0», который предусматривает новые возможности для граждан в части оформления прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества. К примеру, десятки лет гражданин может пользоваться земельным участком, у него там находится дом, построенный с советских времен, однако у него нет никаких абсолютно документов на руках, кроме там технического паспорта, может быть, каких-то документов, подтверждающих оплату коммунальных услуг. И, соответственно, оформить свое право, не прибегая к судам, в настоящий момент он не может. Данный законопроект предусматривает возможность для граждан, имея минимальные подтверждающие документы. На достигнутом Росреестр останавливаться не собирается. Результаты по инвестиционным рейтингам на Северном Кавказе разные, но они лучше, чем в других местах. Ингушетия на этом уровне занимает хорошие позиции. Хава Гагиева, Мухаммед Белакиев, Новости 24.